Здравствуйте! В эфире информационный выпуск. Амшейб Шара, я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Каков урожай клубники в этом году? С какими трудностями сталкиваются производители? С 15 мая ужесточено наказание за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Продолжается дело о тройном убийстве на набережной Махаджиров. Указом президента Абхазии Аслана Бжания министр внутренних дел Вальтер Будба освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение Министерства внутренних дел. Следующими указами президента от занимаемой должности освобожден председатель СГБ Роберт Киут и назначен министром внутренних дел. Роберту Киут также присвоено специальное звание генерал-майор милиции. Временное исполнение обязанностей председателя службы госбезопасности возложено на первого заместителя председателя СГБ Тимура Ахиба. В соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, с 15 мая ужесточено наказание за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. За этот период за данное нарушение водительских удостоверений лишены 239 человек. Они также подвергнуты административному штрафу размером в 30 тысяч рублей. Об усилении мер ответственности за нарушение ПДД проинформировал временно исполняющий обязанности начальника управления госавтоинспекции Лоуи Налыпа. 23 марта 2023 года Народным собранием парламентом Республики Абхазия принят закон о внесении ряда изменений в Административный кодекс Республики Абхазия. Изменения, в частности, коснулись статьи 119 Административного кодекса. Так, за вождение управления транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительского удостоверения сроком на 6 месяцев и наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Управление госавтоинспекции в своей работе уже руководствуется принятыми поправками. Так, с 15 мая лишены водительских удостоверений 239 водителей. Данные водители подвергнуты также административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. Мы ранее информировали наших граждан о том, что внесены поправки, и все водители, управляющие транспортным средством, будут лишены водительского удостоверения. Данная строгая мера, она призвана призвать к ответственности участников дорожного движения, потому что зачастую ДТП со смертельным исходом случаются по вине водителей, пребывающих в состоянии опьянения. Повторное, управление транспортным средством лицом, уже лишенным права управления и которое пребывает в состоянии опьянения, влечет, административный арест на 15 суток и продление срока лишения на 1 год. Если же лицо управляет транспортным средством уже лишенное, но не пребывает в состоянии опьянения, тогда оно подлежит административному аресту на 5 суток, и срок лишения также продлевается на 1 год. Принятый закон, он является достаточно суровой мерой наказания. Она принята в связи с тем, что большинство водителей, еще раз хочу повторить, которые совершают ДТП со смертельным исходом, пребывают в состоянии опьянения. Управление госавтоинспекции изучает сложившуюся обстановку на дорогах и может отметить, что число водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, снижается. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров. Очередное заседание суда состоялось в здании СГБ. На данном этапе сторона защиты представляет свои доказательства. Новые подробности в материале Асиды Малия. Защитой подсудимого Дато Ахалая ранее было заявлено ходатайство для дачи показаний в качестве свидетеля стороны защиты Тимура Смыр. Однако на имя судьи поступило заявление, в котором приводится ряд причин, из-за которых присутствие на суде свидетеля не представляется возможным. Участники процесса не возражали, и по решению судебной коллегии данное заявление приобщили к материалам дела. Поскольку у стороны защиты Тимур Смыр был единственным свидетелем, согласно регламенту судебного процесса перешли к рассмотрению
рассмотрению ходатайств. Адвокат Автандил Чкадо, обращаясь к суду, выступил с ходатайством отменить ранее приобщенные к материалам дела результаты комплексной судебной экспертизы. Эта экспертиза была назначена в 2020 году с целью выяснения того, какие телесные повреждения имелись на теле подсудимого Беслана Бганба. Адвокат Автандил Чкадо утверждает, что данная экспертиза в полной мере не ответила на вопросы относительно данности образования, локализации, характера и количества ран на теле. Какова давность их образования, характер, количество, локализация? Эксперт не дает полный ответ. Хотя описывает группа А с повреждениями в височной области головы, во втором межреберье, в 1/3 правой голени 2 свежезаживающие раны. Группу Б описывает 3 повреждения, также группа В 7 повреждений, но не дает на поставленный вопрос ответ, какова давность их образования, характер и локализация. Здесь хочу напомнить, только дает вопрос группы Г по поводу ранения в ногу. А вот на эти вопросы поставлено, он не дает ответ. На вопрос 2,6 высказаться о дистанции расстояния в момент получения имеющих повреждений у Бганба ответил, что определить дистанцию не представляется возможным. На вопрос 2,7 также эксперт ответил, что дать ответ не представляется возможным. Все это, по словам Чкадо, подтверждает, что экспертиза проведена в неполном объеме. Потому защита считает, что данное заключение не является комплексным. Он охарактеризовал его как комиссионное, поскольку работу вели специалисты-консультанты в области медицины. По словам адвоката, к экспертизе не были привлечены баллисты, трассологи и криминалисты. Учитывая, что, по мнению обвинения, имела место ответная стрельба из пистолета системы ГЛОК, должны быть привлечены эксперты соответствующих специальностей, которые могут дать квалифицированный полный ответ, как, например, какие повреждения остаются при ранении от вышеуказанного пистолета и так далее. И много, я эти вопросы здесь не говорят. Защита считает также, что при проведении повторной экспертизы необходимо участие эксперта-нарколога, так как по заявлению Бганба, имеющие на правой ноге 11 рубцов являются язвами, образовавшиеся после инъекции препаратом метадон. На основании изложенного руководства статьей 53.207 УПК назначить повторную комплексную судебную экспертизу, на разрешение которой поставить соответствующие вопросы и кому поручить производство установить по согласованию сторон. Сторона защиты всецело поддержала ходатайство коллеги. Они уверены в том, что пробелы в неполноценной экспертизе необходимо устранить и провести ее повторно. А сторона обвинения с ходатайством не согласна. Доводы привел начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба. В данном ходатайстве мы не увидели таких основополагающих моментов, как кому и не поставлены вопросы, в первую очередь, о том, какие эксперты, это именно защитник, либо автор ходатайства должен поставить соответствующие вопросы, чтобы мы их обсудили. Не указано, какому эксперту следует назначить экспертизу, так как данная экспертиза должна быть назначена другим экспертом. Состав комиссии не утвержден. Более того, по истечении 3 лет с момента свидетельствования Бганба все раны и рубцы, которые на нем имелись, соответственно, зажили. Исходных данных, по которым бы проводилась экспертиза, суд признал их недопустимыми. На протяжении 3 лет, я так надеюсь, что он лишен приема наркотических препаратов, и нарколог на основании каких документов должен проводить это исследование. Трассолог. Там мы видим, что маленький рубец 1 сантиметр. Я не вижу целесообразности проведения этой экспертизы. Более того, ходатайство заявлено в несоответствии с уголовно-процессуальным законом. Целесообразности в повторном проведении экспертизы нет, считает и другой представитель стороны обвинения, заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба. Он дал ответы на конкретные вопросы стороны защиты. Эти повреждения, они, отражены в описательной части, но давность их образования органы следствия на предварительном следствии не интересовала. Нас интересовала та группа повреждений, которая была у него на правом бедре, что и по
которой и эксперты однозначно и в полном объеме высказались. Что касается информации о расстоянии в момент получения ранения, то эксперт Геннадий Бобо дал развернутый ответ, считает Тыркба. Относительно формулировки «комплексная» или «комиссионная» проведена экспертиза, то он напомнил, что этот вопрос и ранее обсуждали в суде. А сейчас у стороны защиты те же самые аргументы. Адвокат стороны защиты, в свою очередь, выступил с повторным обращением к суду. Мы говорим сейчас о неполноте и приводим те факты, 3 вопроса, на которые не мог ответить эксперт, медик, потому что это не входит в его компетенцию. Выслушав мнение сторон, судебная коллегия после двухчасового совещания возобновила процесс и озвучила свое решение. Судебная коллегия не усматривает необходимости для назначения повторной или дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Абганба. Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, а должны быть исследованы и сопоставимы с остальными допытами по делу объективными данными. Судом будет дана оценка каждому доказательству в отдельности, а также достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности. На основании изложенного, руководствуясь статьей 256 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия определила ходатайство адвоката Чкаду о назначении по делу повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Абганба оставить без удовлетворения. Таким образом, ходатайство стороны защиты судейской коллегии было отклонено. Это ходатайство в этом судебном процессе было единственным. Следующее слушание намечено на 20 июня. Асида Мали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сухумский городской суд признал виновным Хаджарата Джопу в умышленном убийстве Аганян Раисы Ильиничны, произошедшем 3 года назад в Сухуме. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Согласно материалам дела, Джопу, выполняя работы по очистке территории вокруг приусадебного участка Раисы Аганян, срубил 2 фруктовых дерева, из-за чего между ним и хозяйкой дома произошел конфликт. Джопу подобрал во дворе палку, вошел в дом и нанес Аганян множественные удары в область лица и тела, в результате которых она скончалась на месте. Джопу вину в предъявленном обвинении не признал. В республике разгар клубничного сезона. В этом году урожай этой вкусной ароматной ягоды невелик, поэтому почти вся продукция реализуется на местном рынке. С чем связан низкий урожай и с какими трудностями сталкиваются производители? Наша съемочная группа побывала в одном из тепличных хозяйств, где выращивают клубнику, и пообщалась со специалистами. Репортажа Алики Трапш. В Абхазии в самом разгаре сбор урожая клубники. В тепличном хозяйстве в поселке Дранда на территории в 2 гектара произрастает 250 тысяч корней клубники сорта «Альбион». Ягоду реализуют исключительно на местном рынке. Ранее в тепличном хозяйстве предпринимателя Баталбея Авицба клубнику выращивали в открытом и закрытом грунте. И в основном предприятие работало на экспорт. Но по словам агронома тепличного хозяйства Абдулы Ашуба, из-за серьезных убытков клубнику выращивают только в теплице. В открытом грунте быстро растет трава, и они не успевают чистить клубнику от сорняков. Работа очень трудоемкая. Дирекция предприятия решила перейти к выращиванию ягоды только в закрытом грунте по системе капельного орошения. Сейчас, если вот это не чистим, вот это новый цветок не дают. Вот это старый лист, все надо убрать меня сейчас. Сейчас во 2-й раз работа идет меня. Yani сейчас мы видим, день продаем 150-200 килограмм клубника. Получается, ты возьми 20 тысяч, 25 тысяч деньги. Здесь люди надо, сейчас мне надо, наверное, максимум 50 человек работы. Это чистит. Идет 50, 70, 80 тысяч денег. Ты понимаешь? Расходов больше. Очень большое это. Ягода клубника достаточно требовательна к климату, почве, удобрениям, уходу и особенно к технологиям сбора и хранения. Малейшие упущения грозят серьезными убытками. Здесь сбор урожая проходит с весны до декабря. На объекте постоянно работают порядка 50 человек. Но в пик сезона к сбору ягод привлекают жителей поселка Дранда и близлежащих сел. Из-за небольших объемов урожая в этом году клубнику на экспорт не отправляют. Один корни, если мы полкилограмма возьмем, это очень хорошо. Потому что это ремонтант, он всегда дает, как дает, чуть-чуть дают, до Нового года. А если без ремонтанта, он один раз дают, потом не дают 1 месяц. Здесь продаем, мы Сочи филан не отплываем пока. Если ты день собираешь 2-3 тонн клубника, можно отплывать.
Клубника это не держи. Это если ты сегодня собрать, свежий надо продавать. А сколько вы в день клубники, вот сколько вы можете собрать тонн? Тонн не собираю. Тонну мы. не собираете в Нет, день? нет, где тонн? 100 килограмм, 150 килограмм, 200 килограмм, так получается у меня. Помимо клубники в тепличном хозяйстве начали выращивать и овощи. Помидоры, острый перец, баклажаны, сладкий перец. Сейчас идет первый сбор урожая. Овощи также реализуют на местном рынке. Здесь есть это почти 5000 общин помидоры. 5000 корней есть. Если нормально, это 2-3 килограмма возьмем, каждый корень нормально будет. Больше и не будет, я думаю. А что касается перца? Болгарский перец меня мало. Если нормально будет, я не знаю, другой год можно посадить. По словам агронома тепличного хозяйства предпринимателя Баталбея Авицба, пока что в планах нет расширения производства клубники, так как удобрения обходятся дорого и расходов больше, чем прибыли. Что касается овощей, то их в основном посадили для пробы. Алька Трапшура Мукамки, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 14 июня на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.